Аттракционы в парке Ататюрк временно закрыты. Причина – несоответствия техническим требованиям. Сейчас на 20 аттракционах парка проводятся работы по устранению выявленных нарушений. Какие еще парки проверили на техбезопасность, расскажет Элиза Балбакова. Может просроченный срок. Хорошо, подземный кабель белый. Заземление Именно уже заземление кабельды. Аттракционы в парке имени Кемаля Ататюрка по улице Ахумбаева временно закрыты. Причина – несоответствие техническим требованиям. Проверка выявила нарушение по электробезопасности. Зимой отключается, аттракционы все, а весной подготовительная работа и включается. Должны получить от энергонадзора разрешение на допуск. Чтобы получить разрешение, они должны пройти профиспытание. Профиспытание у них отсутствует. Это каждый год делается. Сейчас на 20 аттракционах в парке Ататюрк проводятся работы по устранению нарушений. Арендаторы, как видно, этому совсем не рады. Они говорят, что никаких нарушений на их территории нет. Нет, эти все провода обесточены. Это все обесточено, это во-первых. Да, дело в том, что мы всегда договор заключается по фактически используемой территории. То есть тут аттракционы все частные, и поэтому напрямую. А в целом на парк с директором работать надо по демонтажу этих кабелей. Но так или иначе, работники парка обещали уладить все неполадки до 1 июля. Далее мы отправились в парк Панфилова, где функционирует 36 аттракционов. По словам директора парка, в 2009 году все старые карусели были обновлены. И парк аттракционов, и все было заменено на новое. То есть все старые аттракционы, они были убраны. То есть остались только те, которые отвечают именно требованиям безопасности и технического состояния. В этом году мы 2 апреля проводили диагностирование и брали заключение на наши аттракционы. После этого случая, то, что произошло, уже и госэкотехинспекция нас проверяла 2 раза. По-моему, это третий, то есть, так скажем, визит уже к нам. По-хорошему, арендаторы перед открытием сезона должны проверять свои карусели. В случае выявления госэкотехинспекции нарушений, зона развлечений должна быть закрыта до их устранения. Однако ЧП с аттракционом Воша показало, что никаких мер в отношении недобросовестных предпринимателей не предпринималось. Напомним, в мае в парке имени Навае обрушилась карусель. Тогда пострадали 11 человек. Нет, проверка, пока мы рекомендательный характер даем. Металлические конструкции, я вам скажу. Любой аттракцион, любой опасном производстве предмет должен иметь паспорт завода-изготовителя. В этом паспорте указывается наименование, функциональное назначение и сроки службы. Нурали Исмаилов часто бывает в парке имени Панфилова, так как живет неподалеку. Детей сажать на аттракционы боится. По его словам, карусели давно устарели. Надо действительно отметить, допустим, качели. Там надо помимо держалки еще какой-то пояс безопасности. Там несколько аттракционов мы заметили, они давно уже существуют. И пора бы действительно обновить, как-то более красочно сделать, чтобы детей привлечь больше. По столице действующих парков с аттракционами насчитывается 4, 2 из которых закрыты на ремонт. Это ранее упомянутый парк Ататюрк и парк в Асамбае. Каждый год в зимнее время столичные парки закрываются. Перед открытием сезона госэкотехинспекция требует полного соответствия технической безопасности. А вот на вопрос, соблюдаются ли они, ответить могут лишь сами владельцы аттракционов. Элиза Балбакова, Калыбек Абдумамытов, НТВ.